Бисмиллахир-Рахманир-Рахим. Пленение имама Шамиля в 1859 году знаменовало конец Великой Кавказской войны на Восточном Кавказе. Однако спорадические выступления против имперских властей здесь продолжаются и после падения имамата. Принудительные переселения с гор на равнину в 1859-61 годах остаются одним из главных методов обеспечения контроля над населением и его территориями. Возводятся новые укрепления и казачьи станицы. Еще в 1832 году имперские власти преобразуют казачьи полки в единую Кавказскую кордонную линию, состоявшую из 3 флангов. В 1842-47 годах между крепостями Грозный и Владикавказ для нейтрализации горцев создается Сунжинская линия. К 1860 году власти выселяют ингушские аулы с верховий Сунжи, Камбелеевки и Асинского ущелья, группируя их в крупные села в районе Назрани. На зачищенной территории в 1859-61 году основаны станицы Сунжинская, Фельдмаршальская, Нестеровская, Камбелеевская, Карабулакская, Галашевская, Алкунская, Датыкская, Тарская и Акиютовская. Так возникает казачий массив, завершающий возведение Сунжинской линии и прикрывающий с востока Владикавказ. Он разрезает Ингушетию на горную и равнинную части, отделяет Осетию и с годами становится одним из ключевых конфликтных районов всего Кавказа. В том же 1860 году кавказские военные линии упраздняются, образуются Кубанская, Дагестанская и Терская области. Карта отражает первую послевоенную реформу административно-территориального устройства на Северном Кавказе. Деление Терской области с центром во Владикавказе первоначально было проведено в соответствии с границами бывших округов военного управления кордонной линии, охватив территории ее центра и левого фланга, а также Владикавказский округ. После окончания Кавказской войны в районах, населенных горцами, вводится общая военно-народная система управления, рассматриваемая властями как необходимая в мирное время форма сохранения военной администрации в районах, население которых еще не было подготовлено к общегражданскому управлению и применению имперского законодательства. Начальниками учрежденных военно-народных округов назначаются армейские офицеры, в ведении которых сосредотачиваются административные, полицейские и в значительной мере судебные функции. При этом на уровне сельских обществ сохраняются элементы самоуправления, а судопроизводство осуществляется при участии избираемых в горских обществах судей на основе шариата и адата. В 1863-64 годах власти активизируют свои действия по проведению внутреннего разграничения между различными горскими округами и общему правовому оформлению пределов их землепользования. Учреждение военно-народных округов является административно-территориальным закреплением некоторых итогов Кавказской войны, и потому в определении границ и самого состава округов были реализованы несколько принципов. Так, территорию чеченских обществ бывшего имамата включили в средний военный отдел, а отдельные округа ичкерийский, аргунский и чеченский образуются в нем на основе сложившихся секторов военно-оперативного контроля, осуществляемого из ключевых укрепленных пунктов Ведено, Шато и Грозное. В то же время западный военный отдел, разбитый на округа Кабардинский, Осетинский и Ингушевский, был сформирован на основе преимущественного расселения определенных этносов, и административные границы в нем в значительной мере совпали с этническими, придав им внутриимперское административно-территориальное выражение. Однако этнический критерий административно-территориального размежевания не являлся самостоятельным, и подобное основание работало только вкупе с другими факторами, очевидной историко-культурной и хозяйственной связанностью обществ, а также вектором их естественного тяготения, которые не могли быть проигнорированы имперской администрацией. Так, новообразованный Ингушевский округ включил в себя не только территорию, собственно, галгаевских обществ, но и карабулакские общества, включая Ялхарой и Горный Аки, а также все отторгнутые у этих обществ земли казачьих станиц на Владикавказской равнине и Басунже. Однако, в отличие от Дагестана и Закавказья, в силу относительной новизны внутренние административные границы в пределах Терской области часто менялись и были очень зависимы от изменения приоритетов административной политики империи. Заключительный этап Великой Кавказской войны – это масштабная военно-депортационная операция имперских властей по массовому выдворению горцев-мусульман в османскую державу – мухаджирство. Так, в 1865 году в Турцию выселяется более 20 тысяч выходцев из карабулакских арцвольских сел, а вместе с ними и некоторая часть галгаевских родов и чеченцев. Так в целом заканчивается столетняя военная фаза овладения Россией Кавказским регионом.
الرحمن الرحيم. Пореформенный период на Кавказе сопровождается формированием политического курса на административно-правовое сближение края с остальной Россией при сохранении его особого регионального статуса кавказского наместничества. Следствием новой политики становится введение с 1871 года гражданского устройства в войсковых областях Северного Кавказа, Кубанской и Терской. Таким образом, отчасти ликвидируется прежняя административная черезполосица горских и казачьих земель, которые включаются в единую систему управления. В конце века проводится первая общероссийская перепись населения, в которой учету подлежат конфессиональные и языковые характеристики населения. Еще раньше, в 1886 году, составляются посемейные списки населения, в которых используется достаточно подробно разработанная к тому времени номенклатура народностей, проживающих на Кавказе. К 1880 годам почти исчезает категория лезгины и тавлинцы для общего обозначения горцев Дагестана, аварцев, даргинцев, лакцев и других, а также локальные племенные этнонимы для обозначения войнахского населения, карабулаки и другие, кроме чеченцев и ингушей. И даже грузинский термин «кисты» все более сужается до обществ майсты и малхисты, а кисты-панкиси в русских источниках теперь именуются ингушами. При отсутствии общего этнонима прочно обретают свое внешнее русско-грузинское наименование осетины для выражения единства поверх диалектных, конфессиональных и административных границ. Между тем, после гибели в 1881 году Александра II начинается новый этап в истории страны и ее Кавказского края. Александр III упраздняет кавказское наместничество. Осторожной политике в отношении национальных окраин он предпочитал прямую их русификацию, избрав курс на создание однородной империи. Все более отчетливой становится политика, направленная на ужесточение контроля над ее инородческой периферией, привязку инородческого населения к национализирующейся империи. В Терской области происходит разделение гражданских округов, существовавших в 1871-83 годах, на казачьи отделы и горские округа, отделяющие одну социально-этническую категорию от другой. Однако такое возвращение к частичному совмещению этнических и административных границ не означает возврата к особой системе управления с элементами сельского самоуправления и использованием обычного и шариатского права в судопроизводстве. Напротив, для горцев Кубанской и Терской областей изъятие такого звена имперской административной пирамиды, каким было наместничество, приводит к введению так называемого военно-казачьего управления в 1886 году или установлению прямого военно-административного подчинения горских округов казачьему начальству. Данная система основывается на принципе единоначалия и подчинения сельского самоуправления горских обществ военной и административной власти армейских войсковых чиновников, кадровый состав которых теперь черпается из казачьего военнослужилого сословия, усиливая его роль и привилегированное положение над остальным населением. В 1890-е годы администрация Терской области прибегает к дискриминационным мерам, ограничивающим хозяйственную и поселенческую миграцию горцев в города и войсковые земли. Дефицит земли в горских округах создает в 1890-е годы в Терской области общий пояс межэтнической напряженности между казаками и горцами. Аграрная перенаселенность в горских округах, особенно в Нагорной полосе, подталкивает горцев к арендному использованию излишков казачьих наделов, придавая этим отношениям выраженный классовый характер. Смысл административного размежевания казачьих и горских территорий в Терской области сводится к стремлению властей прекратить практику арендного поселенческого освоения горцами казачьих земель и размыванию войскового землевладения. Наиболее проблемная ситуация складывается там, где горцы вынуждены арендовать земли, принадлежавшие им до расселения здесь казачества – Камбелеевка, Асинское ущелье, Фортанка. В острых межгрупповых противоречиях самодержавное государство стремится поддержать казачество как свою ключевую социальную и военную опору. Резервационно-административная политика способствует сохранению относительной этнической гомогенности казачьих отделов и отчасти самих горских округов. Болезненное внимание к национально-племенному балансу овладевает не только умами имперских администраторов, но начинает пронизывать идеологию самих местных элит, все более осваивающих идеи социального освобождения и народного представительства именно в этнических терминах, через которые выражаются все ключевые социальные противоречия. К 1890 годам национальная проблематика превращается в абсолютно доминирующую тему кавказского политического дискурса, способствуя этнизации социальных противоречий и формированию представлений о межгрупповом антагонизме казачества и горцев. Рост социальных противоречий, приведших к Первой русской революции 1905-1907 годов и первые кровавые столкновения на межэтнической почве в Закавказье в начале 1905 года, подталкивают Николая II к восстановлению института кавказского наместничества.
Наиболее острые поземельные конфликты зреют по всему периметру соприкосновения казачьих станиц с ингушскими и чеченскими сельскими обществами. В 1905 году происходит и выделение земель ингушских сельских обществ из территории Сунжинского округа Терской области в отдельный Назрановский округ. Однако значительная часть ингушских поселений размещается на арендуемых казачьих землях вне пределов своего округа. В 1906 году в Терской области создается специальная так называемая Абрамовская комиссия для изучения состояния землепользования и землевладения в Нагорной полосе области и выработки мер для ослабления острых земельных противоречий между казачьим и горским населением. Администрации наместника графа Воронцова-Дашкова с помощью более гибкой национальной политики и одновременно жестких полицейских мер удается добиться относительной стабилизации положения в регионе. Воронцов-Дашков критически оценивает необходимость сохранения войсковой формы управления, которая функционально становится все более тождественной общегубернской. Возможное ее упразднение воспринимается казаками как угроза войску, и на фоне кризиса русской колонизации в Закавказье такие перспективы не представляются хорошими. В 1906-1907 годах в Терской области происходят провокации и обостряются отношения между смежно расположенными осетинскими и ингушскими селами. Наконец, нарастающая поляризация политических сил в стране и крае к 1907 году не позволяет эффективно разрешить накапливающиеся социальные и межэтнические проблемы. В 1908-1913 годах расцветает обречество, становясь рутинным явлением для области и начиная восприниматься русским и казачьим населением как культурно-хозяйственная черта горского населения. Наоборот, в горских политических кругах ко времени кризиса 1917 года уже формируется взгляд о том, что неравенство может быть устранено только вместе с переселением ряда казачьих станиц Терского казачьего войска за Терек. Административно-территориальные изменения в этот период имеют локальный характер и не касаются общей конструкции региона, состоящей из гражданских губерний и военных областей и округов. Очевидно, что единство региона обваливается в 1917 году. Товарищи, рабоче-крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась! Однако советская власть не была принята сразу и повсеместно. В 1918 году разворачивается гражданская война, в ходе которой ингуши стараются вернуть свои исконные земли. Однако наталкиваются на рьяное сопротивление казачьего элемента, нашедшего опору у контрреволюционных банд лидера белого движения генерала Деникина, поддерживаемого Антантой, Англией и Францией. Общий враг сближает горцев с большевиками. Сам Серго Орджоникидзе в какой-то момент вынужден был скрываться среди ингушей где-то в верховьях Фортанги в пещере. Именно об этих событиях он впоследствии скажет, что в тот момент, когда советская власть в регионе висела на волоске, когда, казалось бы, от нас отвернулись все, маленький ингушский народ, все как один человек, пошли за советской властью и спасли ее на Северном Кавказе. В 1920-21 годах формируется новая советская композиция Кавказских национальных республик и автономий. Принцип национального самоопределения при организации власти и территории воплощается в использовании этнического критерия, определившего появление в 1920 году на базе горских округов бывшей Терской области Горская ССР в составе РСФСР, провозглашенной еще в ноябре 1920 года на съезде народов Терека во Владикавказе. Горская республика составляется из 6 фактически 7 национальных округов и 2 городов республиканского подчинения – столицы Владикавказа и Грозного. После самой подробной в истории СССР переписи 1926 года сама этничность также превращается в объективность. Ее административное определение закреплено в 1931 году обязательной записью о национальности во внутренних паспортах граждан СССР. Упразднены Кубанская и Терская казачьи войска, а их области теряют свое специфическое военно-сословное административно-территориальное лицо. В районах острого горско-казачьего противостояния Чечня, Ингушетия была проведена ликвидация через полосицы за счет земель казачьих станиц и выселения казачества. Земли ликвидированных станиц включены в состав Назранского, Ингушского и Грозненского, Чеченского округов.
Оставшиеся станицы были разделены на 3 территориальных сегмента, из которых первые 2 были включены в состав Кабардинского и Осетинского округов, а 3-я группа, вклинивающаяся в территорию 2 войнавских округов, была выделена в отдельный Сунжинский казачий округ. Невозможность новых выселений станиц и одновременно невозможность их объединения с войнахами в одних округах обуславливает сохранение самостоятельного Сунжинского казачьего округа. Внутренние противоречия в Горской республике определили краткость ее исторического существования. Вторая половина 1920-х и начало 30-х годов – эпоха коренизации кадров партийно-советской бюрократии в национальных автономиях, означающая укоренение самой советской идеологии и практики среди национальных меньшинств. Отход от национального принципа административно-территориальной организации края начинается еще в 1928 году, когда с ослаблением нахо-казачьего антагонизма и укреплением советской власти Чеченская автономная область укрупняется за счет присоединения к ней Грозного с нефтепромыслами. Тогда же в 1929 году к Чечне отходит и территория Сунжинского казачьего округа, кроме станицы Терской. Соперничество Северной Осетии и Ингушетии за Владикавказ 1931 Орджоникидзе завершается в 1933-34 годах с включением города в Северо-Осетинскую автономную область и объединением Ингушетии в одну автономию с Чечней, несмотря на то, что ранее советское административное разделение чеченцев и ингушей продолжало еще дореволюционную административную традицию, ясно опираясь на их собственные идентификационные различия. Однако по ходу борьбы с религией, принудительной коллективизации и репрессий в 30-е годы устойчивость советской власти на территории Чечено-Ингушетии становится все более сомнительной, приводя к радикальному ослаблению среди населения лояльности в отношении советского государства. Зимой 1943-44 НКВД готовит и 23 февраля 1944 года начинает операцию по выселению чеченцев и ингушей в Чечевице, в ходе которой в Казахстан и Среднюю Азию были высланы 134 тысячи ингушей и 362 тысячи чеченцев.